Привет, меня зовут Янис. В последнее время я чувствую, что я сильно не в форме, особенно с новой сидячей работой и постоянным нездоровым питанием и образом жизни. Решил сделать эксперимент. Что случится, если резко и сильно изменить свой стиль жизни? На 1 месяц я полностью откажусь от быстрого и другого нездорового питания и алкоголя. Каждый день я должен выполнять простые спортивные упражнения в конкретном количестве, несмотря на самочувствие, настроение, время и погоду. Присоединитесь ко мне в эксперименте, в котором я пропущу себя через мясорубку, в хорошем смысле. Это 30 дней до секси. Доброе утро. У нас уже 4-я неделя нашего офигительного эксперимента. Я чувствую себя нормально. Я, правда, чувствую себя очень уставшим. Эти упражнения, они много времени не занимают. То есть, я их могу сделать а-ля за 15-20 минут, то есть пробежка. Но все равно, поскольку их 4, и, я одновременно их не делаю, иногда редко я делаю их, 2 за раз. Надо было точно учесть какой-нибудь день отдыха, потому что я чувствую, что у меня организм очень уставший. Меня часто пробивает на что-нибудь очень жирненькое, сладенькое, особенно когда я в магазине нахожусь. Еще у меня и настроение очень скачет, скажем так. Я очень раздражительный. Сплю я более-менее, но это чисто из-за того, что под конец дня я уже просто никакой, у меня руки отваливаются. Потому что помимо тренировок я делаю еще и какие-то задания по дому, так сказать. Я занимаюсь ремонтом в квартире, я езжу на дачу, там кашу траву, занимаюсь другими делами во дворе. День 23, время 4:40. У меня сейчас такое дурацкое состояние, как по настроению, так и просто по самочувствию. Мне не хочется сейчас ничего не делать, не снимать, ни до тренировки сейчас, ни до съемок. Пойду на свежий воздух. Может, там немножко расшатаюсь, сделаю 3-ю тренировочку, но надо на пробежку идти. На свежем воздухе все-таки это немножко легче делается. Теперь надо еще на пробежку, тогда можно пообедать. Блин, так жарко сейчас на улице. День 24 нашего эксперимента. Я оббегал всевозможные места, куда только можно. И не знаю, куда уже бежать. Ладно, побежали просто куда-нибудь. Сейчас все так пахнет. На улице 18 градусов. Видите сами. Я считаю, что самая идеальная погода это а-ля 12-15 градусов Цельсия, облачно и без ветра. Вот это самая идеальная погода. День
25 нашего эксперимента. Время 4:30 утра. Фух. Вот Янис возвращается с 5-километровой пробежки. Но не просто возвращается, возвращается вот с таким другом, с таким обедом себе. Ну, ужином скорее. А это, друзья мои, называется не то, что я бегал с телефоном, а у меня есть вот такая штука на руке. Называется Apple Watch. Телефона с собой не надо, оплатить можно. Блин, делаю бесплатную рекламу, а вы бы, Apple, могли бы мне платить. День 26. Еще 4 дня. Так, на работе опять пауза. Бахаем тренировочку. Погнали. Даже переодеться успели. День 27. Всего 3 дня осталось. Я не могу сказать, что это просто лень, но у меня тело как будто настолько уставшее. Оно кричит: хватит, дай отдохнуть. Но эксперимент есть эксперимент. Всего 3 дня осталось, так что погнали. Как же сегодня ветрено, жесть. О, но вчера было хуже. Меня зовут Капитан Арбуз, и я сейчас буду делать 3-ю тренировку. Я не знаю, как это объяснить, но меня ударил такой сильный адреналин, что я, походу, отбежал свое рекордное время, но мне так хреново сейчас. Я точно перестарался. О, хоть и не еший. День 28 у меня после вчерашней пробежки, которая с сильным ветром, где я перестарался. У меня теперь все болит. Особенно спина и... у меня шея сильно, очень... сильно болит. Так, ну что ж, пора пойти на пробежку. Но сегодня я не просто бегу на пробежку, а с вот такой штукенцией. Купил себе Hero 3 GoPro-шку. Мне в походах очень пригодится. Посмотрим, что будет.